Делегация Таджикистана. Пожалуйста, слово вам. Господин модератор, уважаемые дамы и господа, сегодня мне бы хотелось поделиться с вами о положении дел с толерантностью и недопущением дискриминации в Таджикистане. Несмотря на необоснованную критику, стоит подчеркнуть, что Республика Таджикистан соблюдает все свои обязательства в области обеспечения прав и свобод всех граждан, независимо от национальности, этнической принадлежности, религии, культуры и убеждения. Хочу особо отметить толерантность таджиков, которые испокон веков жили и творили Бог с разными национальностями и последователями различных религий и конфессий. Ярким примером толерантного отношения правительства и народа Таджикистана является усилие руководства страны по возвращению к мирной жизни лиц, задействованных в радикальных и экстремистских группировках. Так для граждан Таджикистана, которые раскаялись и совершенных преступлениях и деяниях, созданы все условия для реабилитации и интеграции в общество. Примером этого могут послужить бывшие члены радикальных и экстремистских группировок, которые вернутся в мирную жизнь. Я сам один из бывших руководителей и основателей ПИВ с 80-х годов прошлого века. Со мной в зале другой бывший лидер и основатель ПИВ Рахим Каримов. Кстати, я на прошлых совещаниях в Варшаве был членом делегации ПИВ и сидел по ту сторону стола. Однако я отрекся от этой организации, потому что осознал свои ошибки и понял пагубность своих деяний. Меня глубоко задело заявление Мухиддин Кабири, лидера ПИВ в 2017 году в Варшаве, о том, что мы должны силой вернуться в Таджикистан до выборов 2020 года. Сегодня я преподаватель Исламского института Таджикистана, являюсь свидетелем террористической деятельности ПИВ со времен гражданской войны. Я прибыл сюда с желанием донести до сведения своих соратников и учеников, что им ничего не угрожает на родине. Вернитесь, живите мирно, спокойно, трудитесь на благо своего народа. Особенно я обращаюсь к Мухиддину Кабири, вот и человек, который сейчас выступил, Шонаиму, что вернитесь, ничего вас не грозит. Я вернулся и очень этому рад. Полный текст выступления я передам в секретариат для распространения. Спасибо вам за внимание.